Если это не идеально, это просто выбросится, и твои эмоции просто вот так вот через край. Как ты рассказываешь, все очень просто. Спинка открыл дверь, говорю, можно я у вас буду работать? Ну, я облажался, если честно, то есть, да. Что пошло не так? Потом учредители сказали, вот, Паш, выход там. Были какие-то случаи, когда вот говорят, мне не понравилось? Где жаркое, где пельмени с мазиком. В Якутске ресторанный бизнес, насколько он развит? Я хочу видеть, чтобы радостные лица гостей. Ну, у тебя же есть мечта открыть свой ресторан. В Якутске, потому что я люблю свой город. И тогда случится волшебство. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Петром Габышевым. Это шеф-повар из Якутии, который сегодня живет в Москве и работает в одном из самых крутых ресторанов страны. Этот ресторан, кстати, недавно получил 2 мишленовские звезды, то есть круче не бывает. Узнаем, когда Якутск станет гастрономической Меккой и почему повар – это профессия мечты. Ну что, барды-бытышки? Павел, привет. Привет, Максим. Да, очень рад тебя видеть здесь у нас в гостях. Ну, слушай, и первый вопрос, конечно же, у меня такой. Все-таки повар, сейчас многие, наверное, знают, что это мужская профессия. Очень много мужчин, шеф-поваров, но, наверное, какой-то стереотип, может быть, из моего советского детства есть такой, что все-таки повар – это женщина. Вот. Как ты стал поваром? Как ты решил для себя? Это произошло в 2010 году. Возможно, мать мне подсказала. Возможно, я вспоминаю, допустим, свое детство. Я все время помогал бабушке готовить, ставил тесто на пирожки. Возможно, это как-то подтолкнуло. Да? То есть я быстренько поступил в колледж, его закончил и начинал со столовой. Я помню, как пришел, да, то есть и меня ждал там и мешок рыбы. В первый же день меня поставили в мясной цех. То есть такая самая тяжелая работа, где ты обваливаешь мясо, чистишь рыбу. И вот с этого все началось. И вот дальше. А сколько было тебе лет? Мне где-то уже, возраст уже был такой, где-то 24-25. Но все-таки это не мечта детства. То есть ты там 5-летний Паша не мечтал. Нет, я не мечтал, но я, наверное, мечтал, как все дети, не знаю, там, быть космонавтом, либо быть милиционером, как-то, да, знаете, более такие мужественные профессии, я думаю. Как для мужчины. Ты поступил в колледж, там отучился, пришел на свою первую работу, и какая она была? Реалии, какие тебя встретили на кухне? Сразу по распределению попал в столовую, я выбирал либо Дом правительства 1, 2, там столовые были. Я пришел, там оказалось, такие, знаешь, матерые женщины, да, там уже кому-то за 40, 50, и я такой, знаешь, хлюпенький такой мальчик. Пришел на кухню, меня поставили сначала на мясной, я начал ходить, потом на горячий. Я помню, как я только пришел на горячий цех и готовил борщ 3 часа. Раньше был сборник рецептур, сейчас он тоже есть. И я полностью по этому сборнику рецептур, допустим, на сколько грамм, я его просто готовил 3 часа. И как борщ? Борщ получился, съедобный. Не сказать, что вау был, да. А какое вообще первое блюдо, которое у тебя действительно получилось, и ты подумал, что ух ты, крутое? Когда колледж, мы когда выпускались, там был уже такой экзаменационный экзамен. Мы там приготовили, по-моему, жеребятину с рисом, что ли, я приготовил. То есть мелко нарезал овощи тартаром, это примерно 4 мм на 4 мм, смешал его с рисом, приготовил, обжарил оленину, что ли, потом налил вино, я там где-то подсмотрел, что так делается, да, так можно, потом затянул его чуть-чуть мукой, сделал такой гуляш и как-то, знаешь, красиво его оформил и подал. Такие, молодец, все. То есть повар может экспериментировать, да, по большому счету? То есть не нужно обязательно идти по рецепту, как-то сделать с борщом? Главное, это, допустим, ты взял за какую-то идею, какой-то рецепт, повторил его, да, допустим, возможно, что-то добавил от себя. Допустим, сделал по рецептуре, но что-то внес, допустим, себя. Это уже как-то считается от тебя, да. И как дальше шел твой путь? После столовой меня позвали на открытие кофейни «Шоколадница». Это тогда была, по-моему, самая первая франшиза в городе Якутске. Меня позвали туда. Я абсолютно полностью без опыта, да. То есть, понимаешь, столовский опыт, а там сразу франшиза, то есть там прям чек-листы, брокераж, то есть там, все круто было, да. Что это такое? Объясни. Чек-лист открытия кухни, когда за 30 минут полностью все проверяется, готова ли кухня, да, то есть сколько нужно заготовок сделать на день, да, чтобы все проходило, ротация, чтобы это вся была, правильная температура в холодильниках, чтобы была. Вот это все там было. До открытия «Шоколадницы» меня отправили в Москву на обучение. Я 2 недели, по-моему, там простажировался в одной из кофеин здесь. Все, прилетел, и я облажался, если честно, то есть, да. Открытие было вполне себе,
ну, достойно, да, то есть так как приезжали с Москвы, людей обучали, но это был мой первый горький опыт, да. Что пошло не так? Что пошло не так? Ну, парень со столовки как бы не оправдал себя, да. Я как бы хотел, да, то есть я тогда абсолютно не знал, как собирать команду, я не знал, как делегировать полномочия, не знал вообще в управлении ничего. Меня просто взяли и поставили, и я запортачился просто. Ну, конкретно, ну что, скажи. Я загубил 30 килограмм лосося, на меня это все списали, то есть потом я там проработал, ну, может быть, месяца 2 или 3. Потом учредители сказали, вот, Паш, выход там, давай. Я такой, ну, блин, ну ладно, и чё? Потом после шоколадницы, ты же знаешь ТРК, да, Туйману? Вот, Да. где сейчас Ревгош, открывался ресторан «Мамонт». И туда приехал московский шеф, как я сейчас помню, Дима Обозный звали. Мы тогда познакомились, он меня сразу позвал сушефом почему-то. Я такой, ну, смогу ли я? Давай мы тогда еще определимся. То есть повар, есть шеф-повар, есть сус-шеф. Давай, может быть, ты немножко объяснишь для По кухне, телезрителей. да? Да, То да. есть, Кто есть кто? Иерархия, Да. да. Ну, сначала идет, допустим, стажер идет, потом линейный повар, потом идет, ну, линейный повар и заготовщик, это примерно 1 к 1, да. То есть потом идет шеф, то есть потом идет сушеф, это правая рука шефа, их бывает 2, да, правилом, если смена 2 через 2, потом шеф, да, то есть кто отвечает полностью за кухню. И самый высокий это бренд-шеф, это который курирует, допустим, одно или несколько заведений, это, допустим, самый верх поварской. Вот. Ну, тебя берут сус-шефом. Меня берут сушефом сразу, и я, конечно, понимаю то, что как бы, ну, второй раз нельзя профаниться, да, иначе как бы это все, это потеря. То есть собирается классная компания, да, ребят, достаточно крутой ресторан по тем меркам, красивый очень, да. Вот, и мы начинаем работать. В итоге я там проработал где-то, да, полгода. Потом шеф, у него заканчивается контракт, он резко переезжает обратно в Москву. А у нас, когда я приходил, там ставки были чуть выше, чем в среднем по Якутску. И все, и ставки роняются, а я ушел. То есть я не стал работать. Насколько зависит успех ресторана от шеф-повара? Ну, в регионах, я думаю, легче сделать имя, чем в Москве. В Москве все-таки это больше реклама, деньги. В многих регионах идут на шефа, то есть идут на имя. Я думаю, сначала нужно сделать имя, чтобы на тебя шли. Ну и локация, думаю, одно из немногих. Но на тебя в Якутске шли потом? Ну, я думаю, что шли, да. То есть после «Мамонта» у тебя появился другой? Нет, не после «Мамонта». Я думаю, шли уже... «Мамонт» был где-то 2012-13, ну, 12-й, да, год. А шли уже, наверное, в 2019 году. Не сразу все так, знаешь, происходит вот так вот вуаля и все. То есть люди знали, что вот Павел Габышев работает в этом ресторане, и я хочу прийти туда, потому что там будет круто, да? Так было? Нет, люди знали то, что Павел Габышев делает хороший хачапури. В 2016 году я открывал свою доставку, Пурукели называлась. Мы проработали 2 года. Ну, конечно, я всех заразился ими хачапури, и потом бац, такое, как бы мне присылается, ну, то есть приглашение, то, что нужно возглавить ресторан в 2017 году, так как не было на тот момент шефа. Ну, я согласился. Я сначала работал и как бы параллельно управлял доставкой и шефом, но это было сложно. То есть я решил как бы продать бизнес и уйти полностью с головой туда, в ресторан. Так как я человек ресторанный, для меня как бы это больше для души. Я хочу видеть, чтобы радостные лица гостей, вот это все как бы очень для меня приятно. В чем самая главная особенность или сложность работы шеф-повара? Ну, шеф-повар — это такой разносторонний человек, он должен быть и предпринимателем, и руководителем, то есть и каким-то талантом, ну, плюс экономистом, юристом, полностью там надо, ну, все считать, все вот эти, плюс еще психологом, так как, ну, в зависимости от объекта и в зависимости от количества людей, которые там работают, это ко всем нужно находить общий подход, да, то есть, и, ну, это сложно. Плюс работать с поставщиками, где цены повышаются, где падают, особенно в Якутске, когда стоит переправа, там цены просто космически наверх. И это тоже все задача шеф-повара, Да. не директора?
Есть как бы технолог, если объект большой, есть специальный зав. Производством, технолог, который это все корректирует. Но шеф это должен знать. потому А что где творчество? Где приготовление творчество, я думаю, там процентов 20-30. А вся остальное, там 70, это просто напряженная работа с людьми, с цифрами, да, то есть с какими-то там проработками, со вкусами. А 20% это так. Ну, сейчас все есть на Ютубе. Сейчас очень много копирования происходит, сейчас очень много, ну, люди смотрят на Запад, то есть подсмотрели там, подсмотрели так. Добавили что-то от себя, я не говорю то, что прям копируют, а что-то от себя, какие-то там, какое-то локальное место в наш продукт добавили, где-то там пенку затянули, что там гель какой-то. Я-то думал, что шеф-повар — это творческий человек, который там придумывает какие-то блюда необычные, да, потом показывает своим помощникам, как это делается, контролирует процесс, выходит к гостям в зал, кланяется, говорит спасибо, спасибо, все. Это Ну, не так. это вы так думаете, допустим, как бы там творчество, вот это все. Да, такое происходит тоже, но, может быть, ну, раза 2-3 в неделю, допустим, то там по часу. Люди думают совершенно по-другому, но вот они не видят то, что происходит на кухне, там столько накала, столько всего, столько матов, что столько нервов там еще. Ну, то есть там люди оставляют свое здоровье. Тем более находиться по 15 часов в день на ногах, бегать там между первым и вторым этажом, тоже такое себе. А были какие-то случаи, когда вот звали шеф-повара, вот тебя в зал и говорят, мне не понравилось? Да, я выходил, объяснял. Был случай такой, то, что мы из первых ввели технологии сous-вид, это приготовление пищи в щадящем режиме, там температура примерно колеблется, ну, там можно до 100, но мы готовили там от 40 до 58. И к нам приходила женщина, сказала то, что этот лосось сырой, я не буду его есть. Я выходил и говорю, женщина, как бы мы готовим его там в вакууме при температуре там 46 градусов. Потом мы даем колер, слегка там по 30 секунд с каждой стороны, да, то есть на раскаленной сковородке, и вуаля, допустим, он нежный, сочный. Я говорю, вы же едите суши, роллы, там, говорю, абсолютно сырой лосось. А тут как бы чуть-чуть, ну, температура сама лосося, допустим, 45, корочка там может быть где-то около 60, да, но он нежный. И она там давай втирать, как бы нет, это не так, я там ела где-то, а у вас так. И ей вернули деньги. Ну да. Да, Это тебя такое тоже обижает? бывало. Нет. То есть ты готов к таким Я готов вызовам к судьбы? критике, да, то есть и критиковать всегда легче, да, чем что-то создавать. Но это, может быть, зависит еще от того, что своего посетителя, своего клиента или гостя нужно тоже готовить, да? Нужно его образовывать, там рассказывать, что вот есть такие варианты, или есть такие варианты, или как. Ну, это сложно очень. Это сложно очень, прям выходить к гостям, объяснять, что это. Да, для ресторана с маленькой посадкой, там, в 20-30 человек, и если это твой еще ресторан, то да. То есть я сам бы встречал своих гостей, снимал бы там, не знаю, пиджак, вешал бы и начал бы рассказывать за место официанта, вот что у нас сегодня, какое меню на день, да, то есть предлагал бы, посоветовал бы, допустим, даже какое-то вино к этому блюду советовал бы. Ну, каждый, думаю, шеф к этому дойдет, то есть когда откроет свой ресторан. То есть он более будет себя всему отдавать, и тогда случится волшебство. Но пока так не происходит. Пока так не происходит. Может быть, ты еще вспомнишь какой-то случай, когда приходилось выходить в зал, и была не очень приятная ситуация? Ну, прям неприятная ситуация. Ну, в основном возвращали как бы блюдатели или там, ну, попадался, это очень часто попадается вот в ресторанах волос, самый распространенный волос, там где-то не угадали с прожаркой, либо что-то, какой-то иной ингредиент присутствовал, да, в каком-то блюде, либо оно было холодным, только так. А так, чтобы сказать, там, это было невкусно, ну, у каждого, допустим, разные вкусы. Я думаю, то, что обычный человек, который привык есть обычную еду, нашу нормальную, приедет в ресторан в Европу в мишленовский 3 звезды, он не поймет просто, там, что там готовят. Где жаркое? Где жаркое, где пельмени с мазиком, да, то есть давайте сюда. Не-не-не. Там очень все сложно, тем более сейчас работает там целая комната, лаборатория для ферментации, а ферментацию тоже как бы
не все понимают. Да, о твоей работе здесь, в Москве, мы еще поговорим чуть позже. Давай все-таки про Якутск. Мгм. Да. В Якутске ресторанный бизнес, насколько он развит, по-твоему? Сейчас очень много ресторанных именно предпринимателей, очень много молодых. То есть где-то с 25 начинается и там выше. Я бы не сказал, чтобы там вау, и сервис, очень сильно хромает сервис, очень мало профессионалов именно в управлении, кто бы готов обучать, развивать, как правильно это делается, да, то есть, ну, чтобы люди улыбались. У нас приходишь в ресторан в Якутске, там, не знаю, стоит там хостес, не знаю, с кислым лицом и говорит, типа, ну, здравствуйте, типа, проходите. Иногда вообще тебя никто не встречает. Я не понимаю, конечно, предпринимателей, владельцы бизнеса, которые, ну, может быть, да, у них там какие-то свои проблемы. Сейчас же как бы коронавирус идет, постоянные проверки, вот это все, это очень им мешает. Это столько нервов, постоянно как бы проверка за проверкой. Понимаешь, если ты бы взял бы свою жилетку, написал бы проверка там по ковиду для ресторанов и ходил бы там, не знаю, ну, тебя встречали бы, да. А там, как, не знаю, как какие-то зайцы, там, не знаю, какие-то шпионы заходят, там все это снимают. Ну, что за бред вообще? Я не понимаю. Просто убивает бизнес ресторана в Якутске. Короче говоря, якутский ресторанный бизнес убивает с двух сторон. И сами владельцы, которые не совсем грамотно, да, ведут политику, я так понимаю, гостеприимство, по крайней мере. Ты же про это говоришь? Гостеприимство, да. Да, я бы им посоветовал бы больше уделять гостеприимству, чтобы там все, бабочки пели, то есть деревья росли, чтобы все было, все с улыбкой, там встречали гостей. Да, такое нужно. Но и со стороны, допустим, власти тоже давление не так сильно, чтобы. То есть и проверяющие, Да, проверок тоже много? проверяющие инстанции, там постоянно там СЭС, там МЭС, МЧС, там, что-то еще, вот это все. Ну а если про еду говорить, что с едой-то у нас? Тоже все С плохо? едой, ну, цезари, суши, бургеры, это все, это тренд в Якутске, там, ну, лет 10 точно будет все это. Это никогда не уйдет, во-первых. Я думаю, лет через 5 придут большие франшизы. Сейчас постепенно приходят. Вот в этом году там KFC начал что-то более уже там 3 точки, что ли, Бургер Кинг зашел. Заходит очень много франшиз. Но это все-таки, это же фастфуд. А если мы говорим именно про рестораны, вкусно готовят в якутском ресторане? Я бы не скажу, что у нас как бы в якутских ресторанах невкусно. Ну, я не хожу, но мои знакомые и друзья говорят, да, у нас как бы кормят хорошо. Ко мне очень много коллег приезжают там с Дальнего Востока, с Москвы. Я их постоянно вожу по ресторанам. То есть для них это как в диковинку поесть нашу индигирку, да, то есть поесть там печень, харту, суп из потрохов, вот это все. То есть это главные блюда якутской кухни, на твой взгляд, да? Ну, не главный, как бы, я вообще-то отношусь к якутской кухне к такому, то, что, ну, есть продукт, который сделан у нас, то есть выращен, допустим, там, выварен, приготовлен, то есть там местная говядина, все вот это местное. Да, это стоит называть там наш местный локальный продукт, который там произведен на территории РСЯ. Да, это круто. Якутская кухня, да, есть какие-то там, тот же саламат, но хотя он везде как бы есть, и какие-то пирожки, сандалы, ну, это просто название, мне кажется. Ну, есть, ты знаешь, вот, например, я вот был в Карелии не так давно, и там они подают дичь. Это у них самое вот топовое, что может быть, это дичь. Если она вот есть в наличии в ресторане, то это значит самое дорогое, самое вкусное считается. Это у них и медвежатина, там, лосятина, оленина есть. Это те продукты, которые, ну, вот, выращены у них там, может быть, добыты в природе. Да? А в Якутии, может быть, есть какие-то продукты, которые тоже могут стать действительно настоящим брендом региона? Ну да, жеребятина. Жеребятина, оленина, конечно. А рыба? Рыба. Жеребятина, оленина. Рыба — это прям, ну, это фирменное. Я всем рассказываю здесь, какие у нас офигенные продукты, и все такие, типа, вау, что, надо ехать? Я говорю, ну, ребят, ну, жду тогда в период с декабря по февраль, когда пойдет подлетка, да, то есть прям это будет превосходно, мне кажется. Есть различные породы, по-моему, жеребятины,
То есть там смомы, у которых оранжевый жир, она ест там определенную травку, да, то есть там чурапчинская, есть какая-то там еще жеребятина, да. Возможно, это зависит все от людей, которые этим занимаются, и занимаются, я думаю, хорошо. Ты уехал из Якутска не так давно, получается, в этом году? Да. Да, почему? Развитие. Потому что, я думаю, каждый человек должен развиваться, не стоять на месте, а постоянно искать для себя что-то новое, что-то, какие-то различные ходы. Вообще в плане потом как-нибудь поехать в Европу, там, когда это все откроется, все границы, там, может, месяц тоже где-то поработать, постажироваться. Это же интересно, чем сидеть в Якутске и как-то... я могу, конечно, не могу себе сказать то, что я могу себе такое позволить, но могу, да, мне интересно. Ты в Москве сейчас работаешь в очень крутом ресторане, прогремел, который буквально недавно, он получил 2 звезды Мишлена. Таких ресторанов в 2 Москве... звезды Мишлена? Да, 2 звезды Мишлена. Таких ресторанов всего 2, Да. как я понимаю, то есть это вообще какой-то космос сейчас. Как ты туда попал? Давай, и кем ты там работаешь? И назовем ресторан, это Артест. Все просто, я написал шеф-повару Артему Истафьеву, что хочу поработать. Сказал еще то, что к нам приезжали Истомин с Лосевым, то, что мы для них делали ужин, да, то есть на берегу Лены. Он говорит, да. Они, кажется, с Артемом Лосевым соседи по лестничной площадке. А Истомин это кто? Истомин и Лосев — это шеф-повара, которые открыли ресторан-кафе «Ава» на Патриках. Тоже Совсем крутые, недавно, да, крутые повара там вообще. в Москве. Крутые в Москве, да. Он говорит, да, если ты умеешь готовить, в принципе, толковый парень, я буду только рад. И все. А он, по-моему, заболел, кстати, он до сих пор сейчас болеет коронавирусом, что ли, либо что-то там случилось. Я не стал его ждать, он говорит, я выздоровлю, мы поговорим. Я не стал его ждать, сразу пошел, зашел, меня пригласили к шефу, я сказал, я хочу работать. Он говорит, окей, давай, завтра выходи, посмотрим. И какое было первое задание? Когда я пришел, там еще не было 2 звезд, да, то есть меня поставили на back kitchen, это закрытая кухня. Первое, что мне дали, я делал, нуазетка есть такая в виде ложечки, такая полусфера кругленькая. Я вырезал амисбуш, да, то есть это французский термин, закуски. Это комплимент для гостей, которые приходят в ресторан, бесплатно причем, да. И я вырезал вот эти издыньки, комплименты все. И это надо было сделать красиво, это надо было сделать быстро, это надо было сделать качественно. С закрытой кухни через 2 дня сразу перешел на открытую кухню. Меня поставили на сервис, то есть я знал, какие мне заготовки нужны. Да. Так как я работал уже в Москве в 2016 году, я уже знал, что к чему здесь дело. И как вообще ресторан работает. И все, пошло-поехало. Моя работа состоит в том, что я прихожу, я стою на станции закусок, салатов, комплиментов всяких разных. Мы приходим, выписываем чек-лист, да, то есть что нам нужно сделать к открытию ресторана. Мы приходим в 10 утра, ресторан открывается в 1:00. В 1:00 уже, чтобы ты понимал, полная посадка идет. Сейчас. Все выписываем, относим это на back kitchen. Там стоят куча стажеров, плюс те, кто ребята работают на бэке, это заготовщики, там другие повара. Мы даем им задание, что нужно сделать, при этом занимаемся своим. Как-то так Ты происходит. готовишь вообще? Да. Сложное что-то или... Я бы сказал, работа очень такая скрупулезная. То есть очень нужно, чтобы листик был 1 к 1, чтобы он не был рваным, чтобы это было все свежее. Как ты рассказываешь, все очень просто. Я, сначала связался с шеф-поваром, он сказал, ладно, приходи, Паша. Потом я приехал в Москву такой, зашел в кабинет, с пинка открыл дверь, говорю, можно я у вас буду работать? Да, тогда еще не было 2 звезд, все решает, то есть, там же видно, какой человек пришел. То есть умеет он или... Ты можешь весь день простоять, чистить картошку, грубо говоря, а вообще надо ходить и спрашивать, и интересоваться вообще всему.
То есть, если тебе это интересно. А если не интересно, ты можешь там целый день поставить что-то там делать, и просто тебя будет загружать работой. И при этом там же люди тоже не дураки, они видят, кто к ним пришел. И есть опыт у него или нет. То есть людям без опыта там делать нечего. Ты все время говоришь, тогда не было 2 звезд, тогда не было 2 звезд. Сейчас бы тебя туда не взяли, получается. Я думаю, не, ну взяли, почему? Павел, ну давай, так сказать, приготовим с тобой завтрак, ты сказал, да? 2 звезды мишленовский завтрак. Завтрак На 2 звезды. за 2 звезды. Давай, ну скажи, что мы будем готовить? Ну, это будет завтрак, скрэмбл, да, то есть яичница болтунья на хрустящем багете с авокадо и с томатами. Слушай, ну вот скажи, ты вот дома, да, когда в Якутске, ты сам готовишь? Вообще любишь готовить? Конечно. Я на завтрак у меня по-любому либо творог, либо яйца. Когда приходят гости, ну, стараюсь что-то такое существенное приготовить. А есть какое-то фирменное блюдо у тебя? Я люблю очень делать омлеты, жеребятину что-нибудь. Просто пожарить, то есть, ну, даже, ну, сложно пожарить мясо, то есть обычно, чтобы оно было вкусным, чтобы оно было сочным. То есть это достаточно как бы сложно это все сделать. Тебе сложно угодить вообще? К тебя в гости кто-нибудь зовет? Да. И что друзья готовят, это же страшно. Ты придешь и скажешь, «Угу». Нет, я не такой прям серьезный критик. Обычно я прихожу к тетям, к дядям, они как бы потом говорят, Паш, ну типа, ну как там по соли? Я говорю, все окей. Я тоже человек, как бы уже ем обычную еду, да вообще люблю фастфуд, я вот вчера ел в KFC. То есть И это просто взял вкусно? крылья, ну это вкусно. Ну это вкусно, это как бы, это же как топливо для машины. Я беру середину часть, потому что она самая красивая. Мы будем делать такие бутербродики с яичницей, да, по-простому. Да, вот мы сейчас так вот порежем, я поджарю, чтобы хлеб хрустел. Угу. А ты придерживаешься здорового образа там, какого-то жизни? Или какие-то, например, есть продукты, Я которые занимаюсь, лучше не есть? Ну, дома у себя я постоянно питаюсь либо индейкой, либо курой. Диетическое мясо? Да, я абсолютно не ем сахар, отказался уже как полгода. У нас стоит багет, мы его слегка подсушим, потом мы берем сливочное масло. Сейчас мы разбьем 3 яйца, я думаю, для этого подойдет. 3 яичка. Всё. Опс. Вообще идеально, если делать омлет, нужно сперва посолить. Не солить ни после, ни перед, лучше уже заранее посолить слегка, чтобы он получился нежнее. Забиваю. Шаль. Пускай постоит. Самое вкусное блюдо, которое ты когда-либо ел в жизни, это что было? Нравится очень шаверма, которую я пробовал в Казахстане, в Алматы. Самая вкусная еда, самая вредная. А ты сам готовишь вот, фастфуд? Да, я могу пиццу, бургер. Ну, главное, что вдохновение и для кого-либо. Мы сейчас нарежем авокадо, мякоть смешаем со сливочным маслом, она пойдет, как хлеб на масло намазываешь, только вот с авокадо 50-50 смешаем. Потом пойдут у нас томаты, потом скрэмбл и сверху зелень. Повар часто режется? Нет, нужно правильно расположить, допустим, руки. Она делает вот так вот. Особенно девушки с такими еще ногтями, с когтями, вот так вот просто как-то пилят. Положение рук должно быть такими. Вот. Это чтобы случайно не отрезать себе то палец? есть вот так вот, допустим, чтобы вот к этому. Ага. Вот это правильное положение. А ты умеешь вот так вот шинковать вот? Да, Прям быстро, конечно. быстро, быстро? Да. Это мастерство, то есть, которое с опытом приходит, да, просто? Или вынужденная мера? Нет, ты можешь то же самое научиться. То есть берешь лук просто, покупаешь там килограмм 5, берешь острый нож и вот так вот просто. И плачешь над И ним. плачешь, да. И режешь и плачешь. Так, мы добавляем сливочное масло. Так вот. С этим перемешиваем. Закидываем масло. Так. То есть на сливочном масле мы уже посолили или выливаем туда. И перемешиваем. И перемешиваем, да. Ну, смотри, видишь, уже он так затягивается. И буквально 2 минуты, и все, готово уже. Я снимаю с огня, чтобы он не доходил. Берем наше масло с авокадо перемешиваем.
Бон аппетит. Ну что, друзья, завтрак от повара мишленовского московского ресторана подан. 2 звезды у нас. 2 звезды. 2 бутерброда, 2 звезды. Приятного аппетита. Расскажи немножко вот действительно про работу. Все-таки работа на кухне — это действительно тяжелый физический труд, я так понимаю, и эмоциональный. Физический, моральный тоже, эмоциональный. Почему? Физики там больше, как бы, если ты там крепкий, но нужно еще при этом думать очень сильно, потому что это ресторан fine dining, высокой кухни. Полагается то, что заказы отдаются очень быстро и очень качественно. Когда собирается одно блюдо, то есть там минимум 7 ингредиентов. Тебе нужно подготовить эти 7 ингредиентов, чтобы они были идеальны. То есть если не идеально, то те, кто стоит на задаче су-шеф, он может сказать, как бы, ну, переделывай, это не пойдет. И ты опять вот это все, так, как это так, я же тут все старался, все там прям это. И тут тебе возвращают разгон на завтра, ну, то есть это специальный такой лоточек. Если это не идеально, это просто выбросится, и твои эмоции просто вот так вот, через край. Ты эмоциональный вообще человек? Ну, я сдерживаю себя. А хочется Да. иногда, да? Ну, да, хочется, да, конечно, там сразу там, выкинуть это все, типа, сам делать. Ну, конечно. Слушай, Я ну это вот все понимаю. если смотреть всякие разные реалити-шоу, да, про шеф-поваров, там же происходят действительно какие-то вещи, и кричат, бросают посуду, бьют, там, выкидывают еду в мусорные баки. То есть это действительно так или это все-таки немножко преувеличено? Мне кажется, 50% так. Но шоу — это и есть шоу. Чтобы подогреть интерес зрителей, да, то есть это так делается. На самом деле где-то так. Чем круче шеф, тем больше жестче обязанности. Допустим, если ему не понравится, он может там разозлиться, обматерить, что-то там сделать, да, то есть там кинуть сотейник, да, в повара. Да, такое происходит. Но когда кухня открыта, там работа более слаженно происходит, практически не слышны маты, да, то есть кухня — это как, ну, единый такой механизм. Если она работает слаженно, то и блюда получаются красивые и вовремя. Получили 2 звезды Мишлена. Я прочитал, что на 2 месяца вперед все столики заказаны, да, в ресторане. Да. И как вообще дается эта звезда Мишлен? То есть приходят инспекторы, они инкогнито приходят или как? И что вообще это такое? Эти эксперты Мишлена начали ходить, по-моему, с 14 сентября. Да. Вот, по ресторанам и вообще, что такое Мишлен? Ну, это просто справочник. Справочник для такой, как путеводитель в ресторанную жизнь. Да. То есть 1 звезда — это хорошо, очень прям все достойно. 2 звезды — это круто, а 3 звезды — это что-то такое, типа, что-то неземное. Невероятное. Да? Невероятное просто, вот. Вообще, чтобы хоть 1 звезду получить, надо столько труда, столько всего проделать. Это очень большая работа, мне кажется. То есть это должно быть вкусно и красиво подано, да? Или как? Это должно быть вкусно, во-первых. Это должно быть эстетически красиво подано. Ну, мне кажется, во всех мишленовских заведениях там прям все должно быть полностью идеально. То есть, ну, шеф-повар же как художник, то есть он рисует блюдо, то есть и вот эти все лепесточки, это все должно быть, не знаю, быть идеальным. И это должно быть, ну, он вкус как на грани, ну, то есть он такой, он уже на грани находится, то есть там вы можете почувствовать, как-то может быть слишком соленым, может быть слишком сладко, но это как бы это задумка такая, это так и должно быть. То есть если ты приходишь в мишленовский ресторан и говоришь, что как бы у вас там пересолено, ну извините, как бы так задумано, значит, так должно быть. А кто определяет, что так задумано и что это вкусно, если это пересолено? Есть там техкарты, есть, ну, как это должно правильно, как тот же самый брокераж, что это все снимается, все это. Я думаю, шеф диктует, то есть как должно быть изначально. А простой человек, допустим, я не знаю, как сказать. Ну, ты Если- пробовал вот ту еду, которая подается у вас в ресторане? Да, я перепробовал все. Тебе все нравится? Да, все интересно.
Ну, где-то они, так как ферментация для меня как бы что-то новое, я иногда ее не понимаю. Да, то есть, у меня как бы другая политика, потому что еда должна быть, прежде всего, очередь вкусной, и должно присутствовать примерно там, 3-4 ингредиента. Это соус, гарнир, основной ингредиент, что-то еще и там какое-то украшение. А мы подаем 8-9 ингредиентов, где-то 10. То есть это получается взрыв такой получается. Да, это взрыв. Из вкусов различных, да? Да. То есть их нужно тогда грамотно сочетать между собой. В этом искусство. Да. А что тебе больше всего понравилось, может быть, из этого сета, который ты пробовал вашего ресторана? Мне очень понравились соуса. Соуса различные, плюс крема, гели. То есть как шеф играет этими текстурами, допустим, сочетание вкусов. Но это нужно, это нужно идти пробовать. Я сейчас не могу как бы сказать, что как бы, а вот типа говядинка была вкуснее рыбки. А если прийти и попробовать записаться, сколько это будет стоить? То есть в среднем 10 тысяч на человека. На человека? Да. 10 тысяч на человека? Да. А, это с напитками? Сопровождается вином, да, то есть с каждым, может, там 3 бокальчика. Да. Ну, это должно быть, наверное, вкусно. Я еще не слышал, допустим, вот мы когда работаем, идет сервис, сидят гости, да, то есть, я ни разу не слышал, чтобы не было там невкусно. В чем еще все-таки главная особенность работы в таком крутом ресторане? И думал ли ты, что вообще будешь работать в мишленовском ресторане? Дает ли это бонус тебе в будущем? Да, сложно. То есть, как я говорил, людям без опыта делать нечего, во-первых. Я не думал, что буду там работать. То есть, когда я уезжал с Якутска, я не думал, что попаду там, не знаю. Хотя у меня было, я наблюдал за этим рестораном еще давно. Как только была новость о том, что Мишлен приходит в Москву, и тут же через пару месяцев, допустим, Новиков открывает ресторан. Я такой, опа-на, это по-любому, как бы он хочет звездочку. И я читал до этого о нем, что, круто было бы там поработать. А я хотел поехать вообще в Питер. Но все закрутилось, завертелось, я такой, Питер, ладно, пускай подождет, пока останусь тут. Дает ли мне это какие-то бонусы, какие-то что-то? Да, я думаю, это офигенный опыт. Это дает, какой-то... статус, я так понимаю. Узнавание там, может быть. То есть ты приедешь сейчас в Казань, да, и скажешь, вот я работал в этом ресторане, и то есть в Казани скажешь, ух ты, круто, Да. Давай, Павел, к нам приходи, наверняка ты большой профессионал. То есть это уже говорит о том, что человек действительно пришел в хорошую школу, наверное, да? Я думаю, что каждый человек из регионов должен поработать в Москве. То есть поработать как понять вот эту посадку, то есть 300-400 человек в день, скорость, темп, накал, вот это все. Мне как-то была встреча с школьниками второй школы. Меня приглашали, там были выпускники, и называлась, по-моему, проект «Будущая профессия». И я рассказывал о профессии повара. И я им говорил, ребят, уезжайте в мегаполис, вам нужно там поработать. Это офигенный опыт именно для вас. Не оставайтесь здесь у нас. Возможно, вы хотите, возможно, потом вернетесь, но поработаете в мегаполисе. Это большой плюс для вашей карьеры будет. У тебя же есть мечта открыть свой ресторан? Да. Где? Я в Якутске, потому что я люблю свой город. Во-первых, я хочу, чтобы, я думаю, и все хотят, чтобы как мы говорили, наши особые продукты попробовали все. И это популяризация туризма, да, в нашу республику. И что-то хочется сделать такого, оставить какой-то след, как бы это ни звучало. Открыть самый крутой ресторан в Якутске. Не самый крутой, но... А что, надо сразу ставить цель? Один из самых крутых ресторанов. А что ты будешь там подавать? Это будет авторская солянка, да, то есть такая сборная, возможно, моих любимых блюд, то, что я люблю готовить. И хорошо, как я вообще буду это потом развивать, я хочу приглашать различных шефов, гостей, коллег,
как-то проводить с ними ужины различные, приглашать, может быть, кого-то из-за границы, чтобы они попробовали, чтобы потом это все передалось по сарафанному радио. Ну вот, поработав в Москве, да, поработав там в Казахстане, я знаю, что ты там тоже открывал ресторан. У тебя изменились, может быть, какие-то твои предпочтения по меню? Вот ты, например, когда жил в Якутске, ты думал, что я открою ресторан, и у меня будет вот это вот меню, а потом вот ты сейчас живешь в мегаполисе, работаешь в совсем другом ресторане. Поменялось ли твое меню для твоего личного ресторана? Нет, я всегда хотел открыть, ну, я не хотел открыть ресторан, вот по мне по душе лучше бар, да, то есть, ну, не бар, не как там, не паб, а какой-то такой лаконичный бар, где упор на вино, на коктейли и на кухню. То есть это по-любому открытая кухня, посадок может быть 30-40, не больше, потому что чем меньше посадок, тем выше качество. Именно простые ингредиенты, то есть из того же картофеля, из той же моркови, то есть сделать что-то такое необычное, как-то играть. Мне по душе как бы такая обычная простая еда. Как я уже говорил, где-то 3-4 ингредиента должно присутствовать. Мне кажется, ты пример того человека, который говорит всем: не бойтесь и действуйте, друзья. Да? Не сидите на месте, если у вас есть какая-то цель, если у вас есть желание и мечта, то нужно к этому идти. Правильно я понимаю? Да. Я не понимаю лично людей, которые, ну как сказать, не понимаю, но, возможно, у них какие-то есть свои обязанности, какие-то свои там, может быть, там, ну не могут они уехать, не позволяет им это, может там как-то финансово, может как-то там по здоровью. И сидят, не знаю, я лучше типа куплю iPhone себе 13, чем поеду там куда-нибудь поучиться. Я говорю, ребята, это потом все, потом через год, через два это все, потом возобновится, ты купишь там 3 их, там, не знаю, этих айфонов. Лучше уж, ну, вложить в себя, в знания, инвестиции именно в себя. Свой труд. Мы же занимаемся ремеслом, то есть, а я вот не люблю смотреть всякие вебинары там о том, как про мотивацию, да, то есть про бизнес этот весь, как надо идти. Я практик сам по себе. Я лучше поеду, обучусь, а вот эти все бизнес-процессы я лучше спрошу администратора либо управляющего, как вы это все сделали, да. Вот и все. Павел, удачи тебе. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.